Исторические кадры второго дня саммита БРИКС в Казани. Лидеры стран на Казань-Экспо делают общее фото. Так сегодня началась деловая часть саммита. Здравствуйте! В эфире специальный выпуск новостей Татарстана. Он посвящен главному политическому событию года – саммиту БРИКС. Сегодня второй день форума. В студии Лина Зинатуллина и главные итоги этого дня. Совместные встречи и общая декларация. Искренне рад приветствовать всех вас в Казани. О чем сегодня заявили на саммите глав государств БРИКС, расскажет Дмитрий Аринин. Казань на первых полосах. Что мировые СМИ пишут о саммите БРИКС в столице Татарстана, расскажем в нашем обзоре. Практически беспрерывно ведут прямые эфиры и снимают эксклюзивы. Записали и стендапы, и разные материалы из как раз залов заседаний и залов ожидания для делегаций. И мне удалось даже погладить флаг. Казань в эти дни в эфирах мировых телеканалов и на страницах сотен изданий. О работе журналистов Вероника Гайнудинова. Заседания саммита БРИКС в Казани прошли успешно. Об этом Владимир Путин заявил на торжественном приеме в Казань-Экспо. Это первый итог и высокая оценка главы государства. В эти минуты неформальное общение продолжается. Перед началом торжественного приема глав государств встречал Рустам Минниханов. Первым прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Следующими стали председатель КНР Си Цзиньпин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Каждого лидера встречали национальной музыкой их стран. Позднее на прием прибыли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан ас-Сауд. Искренне рады приветствовать в Казани глав государств, членов БРИКС и лидеров стран, заинтересованных в сотрудничестве с нашим объединением. Сегодня успешно прошли заседания саммита БРИКС в узком и широком составах, которые были посвящены актуальным вопросам глобальной повестки дня, взаимодействию в политике и безопасности, экономике и гуманитарной сфере. Советник президента страны и ответственный секретарь оргкомитета саммита БРИКС в Казани Антон Кобяков сегодня поблагодарил Татарстан и лично Рустама Минниханова за организацию. По его словам, саммит проходит на самом высоком уровне. Особую благодарность хочется выразить Рустаму Нургалиевичу Минниханову, его высокопрофессиональной команде, а также всем жителям Казани за то, что позволили нам вместе подготовить, провести саммит на самом высоком уровне гостеприимства для наших друзей. Благодарю также вас, всех журналистов, работников СМИ, за вашу активную, плодотворную, созидательную работу. Международные многосторонние мероприятия такого масштаба и значимости, которые мы проводим, несомненно, приносят самые положительные практические результаты и для города проведения, и для страны в целом, и для всех участвующих стран, входящих, так сказать, в наше объединение БРИКС. Также Антон Кобяков сообщил журналистам о беспрецедентных кибератаках в дни саммита, исходящих из западных стран. По его словам, они шли и на IT-инфраструктуру площадки, и на внешние ресурсы мероприятия. Однако Россия, подчеркнул Антон Кобяков, все это предвидела и была готова. Мощность DDoS-атак на каналы связи в моменте составили более 40 гигабит в секунду. Вот предвидели и готовились к этому. Специально сформированные структуры информационной безопасности саммита предпринимаются все возможные усилия для того, чтобы и вам, и нам, и главам государств всем было работать комфортно. Вот вообще именно из-за своих таких недобросовестных методов Запад и потерял статус надежного и прогнозируемого партнера. В Казань-Экспо сегодня весь день шла деловая программа 16-го саммита глав государств БРИКС. Были встречи в узком и расширенном форматах. Перед началом заседания состоялось историческое фото лидеров стран БРИКС в обновленном составе. С этих кадров мы начали свой специальный выпуск новостей. И именно эти фото из Татарстана уже облетели весь мир и стали главной темой в повестке зарубежных и федеральных СМИ. С начала этого года в объединении БРИКС 10 государств. О важных заявлениях саммита Дмитрий Аринин. Первым быстрым шагом на Казань-Экспо на правах хозяина страны, председательствующей в БРИКС, зашел Владимир Путин. Затем стали прибывать кортежи глав других государств. Председатель КНР Си Цзиньпин на ходу поприветствовал и вкратце пообщался с журналистами.
Владимир Путин встретил всех лидеров у баннера саммита. Здесь состоялось общее фотографирование глав государств. Президент России занял место в центре. Справа встал лидер Китая Си Цзиньпин. Слева премьер-министр Индии Нарендра Моди. В кадре 9 руководителей государств БРИКС. Отсутствует только президент Бразилии. Он принимает участие в саммите по видеосвязи в связи с состоянием здоровья. Деловая программа саммита стартовала с заседания в узком составе. Искренне рад приветствовать всех вас в Казани. Наше заседание открывает 16-й саммит БРИКС. Как отметил Владимир Путин, в открытой для прессы части встречи в первую очередь главам государств предстоит обсудить два ключевых вопроса – углубление финансового взаимодействия стран БРИКС и дальнейшее расширение организации. Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие. Не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности, вносят весомый вклад в решение острых региональных проблем. В этом суть стратегии курса БРИКС на глобальной арене. По своей экономической мощи БРИКС уже обогнал страны Большой Семерки. Сейчас валовой региональный продукт объединения составляет 28 триллионов долларов. Это 37% мирового ВВП. Как отметили, странам БРИКС нужно увеличивать интеграцию по широкому кругу вопросов. Свое видение лидеры стран представили на расширенной встрече. Чтобы в максимальной степени реализовать потенциал наших растущих экономик, воспользоваться всеми преимуществами новой волны глобального экономического роста, нашим странам необходимо активизировать сотрудничество в таких областях, как технологии, образование, эффективное освоение ресурсов, торговля и логистика, финансы и страхование, а также кратно нарастить объемы капиталовложений. В этой связи предлагаем создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами стран глобального Юга и Востока. На встрече лидеры стран поблагодарили за организацию саммита в Казани и отметили возрастающую роль БРИКС. Поздравляю с открытием саммита. Признателен президенту Путину и российской стороне за прекрасную организацию нашей работы. Убежден, благодаря совместным усилиям наш саммит позволит наметить четкие ориентиры для сотрудничества. Я хотел бы поприветствовать всех наших друзей, которые присоединились к БРИКС. Сейчас это 40% населения мира и 30% мировой экономики. За последние 2 десятилетия БРИКС смог достичь многого. Позвольте выразить благодарность президенту и народу России за организацию 16-го саммита в этом прекрасном городе Казани. Важно, что саммит БРИКС проходит в городе, который настолько богат культурным наследием, разнообразием, поскольку мы вступаем в новую главу истории БРИКС в расширенном составе. Я хотел бы вас поблагодарить за организацию саммита. И при том, что я не нахожусь лично в Казани, я хотел бы выразить то, что я очень рад. Формирование и расширение БРИКС за последние годы стало возможностью для стран мира не связывать свою судьбу исключительно с желаниями и стремлениями западных держав. БРИКС открыл путь для более широкого партнерства во всех сферах. В настоящее время еще более 30 стран в той или иной форме проявляют интерес к членству или сотрудничеству с БРИКС. На встрече обсудили экономическое взаимодействие, урегулирование конфликтов, экологию и развитие искусственного интеллекта. Участники саммита приняли декларацию, которую представят в ООН. Дмитрий Аринин, ТНВ, Казань. Татарстан на протяжении дня встречал высокопоставленных гостей. Знаковое событие для России и мира в целом – прибытие на саммит генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша. В аэропорту встретили и турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдогана, президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян весь день работают в Татарстане.
На саммит в Казань прибыл президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль-Нахаян. В аэропорту его встретил Рустам Минниханов. Общение с гостем получилось очень теплым и дружеским. Сегодня Объединенные Арабские Эмираты считаются одной из самых динамично развивающихся стран в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Она присоединилась к БРИКС в январе этого года. Арабские Эмираты рассматривают членство в БРИКС как стратегическую возможность для расширения торговли и доступа к новым рынкам. Владимир Путин с Мухаммедом бен Заид Аль-Нахаяном встретился в понедельник в Москве. В 3 часа дня в Казанском аэропорту приземлился борт президента Турции. На саммит Таyyip Реджеп Эрдоган прилетел с супругой. Рустам Минниханов подарил ей цветы, предложил гостям угощение и научил правильно произносить название знаменитого десерта. В Казани турецкий лидер проведет ряд двусторонних встреч, в том числе и с Владимиром Путиным. Сегодня утром для участия в саммите глав государств БРИКС прибыл генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш. За его визитом в Татарстан следит весь мир. В международном аэропорту Казани его встретил Фарид Мухаммедшин. Это первый визит генсека ООН в нашу республику. У него запланирована встреча с Владимиром Путиным, а также ряд двусторонних переговоров с лидерами, участвующими в саммите. А это татарское блюдо. Чак-чак. Да, попробуйте. И ночью для участия в мероприятиях саммита БРИКС прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро. Его встретили премьер Татарстана Алексей Песошин и глава МИД этой страны Иван Хиль. Президент Мадуро заявил, БРИКС нужны нефтяные мускулы Венесуэлы и России, а также отметил, есть много тем, о которых нам надо поговорить с президентом России и лидерами других стран. Двусторонняя встреча с Владимиром Путиным должна состояться сегодня. В 11 часов дня с трапа самолета спустился премьер-министр Вьетнама Фам Мин Чинь. Его встретил Алексей Песошин. По традиции гости угостили чак-чаком, хлебом и солью. Отметим, ранее Вьетнам также заявлял о желании вступить в БРИКС. Радик Фархулин, Рамиль Галиуллин, Дмитрий Аренин, ТНВ Татарстан. В 7 вечера в Казань прибыл министр иностранных дел Бахрейна Абдул-Латиф бин Рашид Аль-Заяни. В аэропорту его встретил Фарид Мухаммедшин. Позже приземлился борт главы МИДа Саудовской Аравии Фейсала бен Фархан Аль-Сауда. Завтра гости примут участие в заседании БРИКС+. Сегодня правительственные борты приземлялись в аэропорту имени Габдуллы Тукая каждый час. Воздушные ворота Татарстана работают в режиме нон-стоп уже вторые сутки. Главы стран СНГ начали прибывать сегодня утром. Многие из них давно выразили желание вступить в объединение БРИКС. В аэропорту всех гостей ждал теплый прием. Рамиль Галиуллин о том, как прошли встречи. Поздравляю. Их приветствие больше напоминает встречу старых друзей. В первой половине дня в Казанском аэропорту приземлился борт президента Азербайджана Ильхама Алиева. Его встретил Рустам Минниханов. Охотно отведал гости татарское угощение, о котором в эти дни говорят все СМИ. Глава Азербайджана примет участие в заседании в формате БРИКС+. О намерениях вступить в альянс стало известно летом этого года. В полдень в Казани приземлился самолет президента Беларуси Александра Лукашенко. Его встретил Рустам Минниханов. Это была еще одна очень теплая встреча. Разумеется, не обошлось без татарских сладостей. Шаг-шаг. Я это знаю, что... Откусить немного? Ну, как скажешь. Потом. Сказал немножко. Спасибо. Мне что сказал, весь есть. Ну, по дружбе он так. Ну, хлеб-соль важно, конечно. Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький, а? Беларусь – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В Казани у Александра Лукашенко запланирована широкая программа международных контактов. Минск подал заявку на вступление в БРИКС в прошлом году.
Прилетел на саммит и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В Казань он прибыл по приглашению Владимира Путина. Давние дружеские связи объединяют его из Татарстана. С Рустамом Миннихановым они прекрасно понимают друг друга на татарском. Встретил Рустам Минниханов и главу Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Вслед за ним воздушная гавань приняла борт президента Кыргызстана Садыра Жапарова. Почетным караулом и красной ковровой дорожкой встречает татарская земля главу 10-миллионного Таджикистана Эмомали Рахмона. Его встретил Алексей Песошин и Ильсур Медшин. Президент ожидал холодной погоды в Казани, но с первых минут почувствовал настоящий теплый прием. Солнце привезли в Казани, в Россию. Гость отведал каравай, но сладости пробовать не стал. Эмомали Рахмон прибыл для участия в расширенном заседании саммита. Сегодня Таджикистан поддерживает сотрудничество практически со всеми странами-участницами БРИКС. Также в Казань прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Рамиль Галиуллин, ТНВ, Казань. Рустам Минниханов повестку саммита БРИКС публикует и в соцсетях, тем самым поддерживая интерес к масштабному событию своей интернет-аудитории. Так, к вечеру Раис Республики разместил серию ярких фотографий из Казанского международного аэропорта и сопроводил их комментарием. Дауам Итебес. Продолжаем. На фото лидеры ряда стран, прибывших в Казань для участия в форуме БРИКС. Рустам Минниханов предлагает президенту Объединенных Арабских Эмиратов отведать хлеб-соль. Лидер Азербайджана с удовольствием отламывает каравай. Еще более эмоциональная фотография показывающая атмосферу саммита. Это улыбающийся Раис Татарстана и с президентом Беларуси. На следующем кадре глава Кыргызстана с интересом пробует татарский чак-чак. Вместе с ним Рустам Минниханов. На этом фото Раис Республики тепло приветствует президента Туркменистана. Следующий кадр на красной ковровой дорожке у трапа лидер Турции Реджеп Таyyip Эрдоган с супругой. Замыкает серию фото прибытия на саммит БРИКС президента Узбекистана. Сегодня Владимир Путин провел ряд двусторонних встреч. Состоялись переговоры с президентами Ирана, Венесуэлы, Турции. Во встрече с Эрдоганом принял участие Раис Республики Рустам Минниханов. Подробнее далее. Дополнительные возможности для президента Ирана Масуда Пезешкиана в этой должности это первый визит в Россию. В этом году Иран стал полноценным членом БРИКС. На встрече обсудили расширение сотрудничества. В числе приоритетов реализация таких крупных совместных инициатив, как развитие иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках проекта международного транспортного коридора «Север-Юг» и строительство второго и третьего энергоблоков АЭС. Рост туризма на 52% стимулирует безвизовый режим для организованных групп. Продолжим сегодня обсуждение наиболее актуальных международных тем, включая драматическое развитие событий на Ближнем Востоке, положение дел в Сирии и Закавказье. В целом, подчеркну, что подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают. Нас объединяет стремление к формированию справедливого, многополярного миропорядка, соблюдению международных норм, сохранению центральной роли ООН. Наши отношения носят стратегический характер. Это в интересах наших государств, чтобы вместе шагать вперед. Наш дорогой сосед, Россия, великая страна. Нам нужно продолжать конструктивное взаимодействие в рамках БРИКС, конечно, при вашей поддержке. На встрече с Реджепом Таyyипом Эрдоганом Владимир Путин выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с произошедшим сегодня в Анкаре терактом. Там вооруженные люди ворвались на предприятие и устроили перестрелку. Есть погибшие и раненые. Хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы. Благодарю вас за приглашение для участия в расширенном формате саммита БРИКС. Особенно хочу выразить благодарность вам за ваши слова соболезнования. У нас 4 погибших, 4 мученика, 14 раненых. Это коварное событие, коварный террористический акт. Российско-турецкие отношения носят добрососедский конструктивный характер, основанный на многолетнем опыте партнерского взаимодействия в самых разных областях, заявил на встрече президент России. Участие во встрече принял Раис Татарстана Рустам Минниханов. Турция – один из ведущих зарубежных партнеров республики. Сейчас турецкие инвестиции составляют порядка $2 миллиардов. Товарооборот в минувшем году вырос в 2,5 раза и составил почти $3 миллиарда. Особое место в наших двусторонних связях традиционно занимает туристическая область.
В 2023 году Турцию посетили рекордные 6,3 миллиона российских граждан. Господин президент, продолжаются усилия для устранения проблем в банковских операциях между нашими странами. В этом плане продолжаются усилия между нашим Министерством казначейства и финансов, а также между нашими центробанками. Продолжает в этом плане работать механизм. Между нашими торговыми министрами также началась работа в этом направлении. С президентом Венесуэлы Николасом Мадуро Владимир Путин встречался 5 лет назад в Москве. Венесуэла – один из давних надежных партнеров России в Латинской Америке и в мире в целом. Отношения стратегического партнерства между нашими странами продолжают укрепляться. Обоюдовыгодное сотрудничество развивается по всем направлениям. Растут объемы двусторонней торговли, есть множество проектов в энергетике, фармацевтике, космосе и новых технологиях. Россия и Венесуэла вместе стремятся к формированию нового, более справедливого миропорядка, базирующегося на верховенстве права, недопустимости использования неоколониальных подходов, вмешательства во внутренние дела государств, политического и финансового давления, односторонних принудительных мер. Ценим, что Венесуэла разделяет наши оценки текущей международной ситуации, последовательно оказывает поддержку в условиях развернутой против нашей страны гибридной войны и кампании русофобии. Мы применяем принципы БРИКС, потому что это и наше убеждение. Глобальный юг может существовать только если у него будет право на будущее, право на свободу и справедливость. Как отметили, саммит в Казани даст возможность обсудить все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки. Дмитрий Аринин, ТНВ, Казань. Татарский национальный костюм примерил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, который в эти дни находится в Казани на саммите БРИКС. Фото мгновенно разлетелось по соцсетям и мировым изданиям. Генсек Организации Объединенных Наций отметил, он давно мечтал посетить Казань. Татарстан – один из важнейших и современных регионов России с великой историей, подчеркнул Антонио Гутерриш. Рустам Минниханов сегодня встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Раис республики в разговоре признался, с теплотой вспоминает свои визиты в Баку. По итогам минувшего года товарооборот между Татарстаном и Азербайджаном превысил $100 миллионов. Первое полугодие этого года уже показывает рост. Помимо поставки продукции автомобилестроения, перспективным видится сотрудничество в торговле по речным и морским путям. В частности, нужно активнее использовать транспортные и логистические возможности Волжско-Камского бассейна. Ильхам Алиев отметил, проведение саммита БРИКС в Казани говорит о высоком доверии руководства России к Рустаму Минниханову и народу Татарстана. В завершении встречи Раис республики вручил Ильхаму Алиеву орден Дуслак. О саммите БРИКС пишут, вещают и говорят по всему миру. И не только в СМИ стран-участниц, но и в западных таблоидах. Кто обратил внимание на архитектуру Казанского Кремля, на чью обложку попал Рустам Минниханов и как на международном уровне уже оценили эффект саммита, расскажем в нашем обзоре. Свежая обложка китайской газеты «Синьхуа». На первой полосе фото Си Цзиньпина с Владимиром Путиным на саммите БРИКС и кадр из аэропорта Казани. Китайского лидера встречает Рустам Минниханов. Си Цзиньпин прибыл в Казань. В Китае обратили внимание на световое шоу, которое в дни саммита проецируется на стены Казанского Кремля. Фото опубликовало издание The Paper. В Казани к 16-й встрече лидеров стран БРИКС запустили световое шоу на фоне мечети Кул-Шариф в Казанском Кремле. Фото премьер-министра Индии Нарендры Моди с Раисом Татарстана опубликовало индийское деловое издание «Бизнес Стендарт». Премьер-министр Моди прибыл в Казань на саммит БРИКС, чтобы встретиться с президентом Путиным и Си Цзиньпином. Его приветствует глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в российском городе Казань. Другое индийское СМИ The Indian Express рассказало своим читателям о Татарстане и Казани, обратив внимание на древнюю историю и многонациональность республики. Принимающий город Казань входит в число крупнейших и самых богатых городов России. Население примерно поровну разделено между этническими русскими и этническими татарами. Это делает Казань символом того типа нации, в которую постепенно превращается Россия, смесь Европы и Азии. В городском Кремле рядом стоят православный Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф, одна из крупнейших в Европе. Деловое издание из Арабских Эмиратов Arabian Business в своем заголовке назвало события историческими переговорами в Казани.
Саммит БРИКС-2024. Ключевые моменты первого дня исторических казанских переговоров. Венесуэльский портал Globo Vision опубликовал фото президента Николаса Мадуро после прилета в Казань с цитатой об ожиданиях от саммита. Мадуро в России. БРИКС – эпицентр нового многополярного мира. Президент подчеркнул, что группа вселяет надежду на создание другой экономики, основанной не на санкциях и шантаже, а на сотрудничестве. А вот турецкое издание Хабер-7 провожает лидера страны в Татарстан. Президент Эрдоган отправился в Татарстан. 16-й саммит лидеров группы БРИКС, охватывающий 25% мировой экономики, проходит в Казани, столице Татарстана. Саммит не обошли вниманием и западные СМИ. Многие отмечают масштабность события. Визит в Россию лидеров 20 стран называют дипломатическим успехом. В «Нью-Йорк Таймс», освещая прилет председателя КНР в Казань, обратили внимание на татарстанское гостеприимство. Самолет господина Си сопровождал российский истребитель, прежде чем он приземлился в Казани, где его ждал торжественный прием с почетным караулом и женщинами в традиционных костюмах, подававшими полные тарелки с татарскими угощениями, известными как чак-чак. Господин Путин принял приехавших с визитом лидеров в историческом Казанском Кремле, богато украшенной многовековой крепости. Саммит стран БРИКС подтвердил, что Путин не стал изгоем в международных отношениях. Это событие может стать ключевым для Китая в рамках реализации стратегии по снижению зависимости мировой торговли от доллара США. Запад хочет изолировать Путина, но представительный саммит, который он проводит, показывает, что он далеко не одинок. На саммит стран БРИКС аккредитовались журналисты из более чем 50 стран. Осветили еще больше. К событию в столице Татарстана приковано внимание всего мира. Лина Знатульна, ТНВ, Казань. Огромный интерес к саммиту у зрителей и читателей по всему миру. Только наши новости за эти 2 дня набрали 400 тысяч просмотров. А столица Татарстана в эфире крупного телеканала в Индии говорили на аудиторию в 700 миллионов зрителей. Работу саммиту освещают 2000 журналистов со всего мира. В пресс-центре Казань-Экспо весь этот день работала и наша съемочная группа. Что главное в информационной повестке сегодня, у коллег узнала Вероника Гайнутдинова. Пресс-центр открыл свои двери сегодня в 8 утра, и сразу же началась большая работа. БРИКС освещают 2000 журналистов из 59 стран, и многие работают именно отсюда. Ведут прямые эфиры, пишут материалы. Какие языки здесь только не услышишь. Сегодня у глав государств насыщенная программа, и трансляцию заседаний ведут отсюда. Мы работаем 3-й день, а в воскресенье у меня уже был эксклюзив в самолете с послом Ирана. Были эксклюзивные кадры, стендапы из красной и синей зон. Мы успели туда попасть в нулевой день, в понедельник. Очень много работы. Надеюсь, нам удастся еще взять какие-то интервью. Работа в пресс-центре непрерывная. Буквально каждые 5 минут журналисты выходят в прямые эфиры. И вот сейчас мы можем наблюдать прямое включение журналиста из Индии. Мы ведем прямые эфиры, снимаем видео для социальных сетей, пишем материалы, которые моментально публикуются. Параллельно пытаемся брать интервью у журналистов, как вы, чтобы узнать их мнение. Пытаемся осветить саммит с разных ракурсов. Китайские журналисты прямо здесь, в Казани, издали газету «China Daily». Точно такой же вариант вышел и в самом Китае. На первых и последующих страницах все главное о БРИКС. Так, например, здесь можно прочитать о встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина. А здесь увидеть, как Рустам Минниханов встречает китайского президента. Я вчера работала у отеля, куда поселился Си Цзиньпин. Даже в Китае я никогда не была так близко к своему президенту. Это большой опыт для меня. Мы вели оттуда прямой репортаж для жителей Китая. У журналистов практически нет времени на отдых. Расписана каждая минута. Например, скоро в зале для брифингов состоится пресс-брифинг советника президента России Антона Кобякова. Вероника Гайнутдинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани открыли памятник китайскому философу Конфуцию. Он находится у библиотеки КФУ. Участие в церемонии приняли ректор вуза Ленар Сафин, представители китайской делегации на саммите БРИКС. Объект выполнен из камня, его высота 2,5 метра. Конфуций облачен в китайский национальный костюм, лицо обращено к зданию библиотеки. Этот монумент – дань традициям. Более 10 лет в КФУ изучают китайский язык. Конфуций – первый учитель в Китае, который стоял у истоков искусства преподавания.
Его образ символизирует мудрость и стремление к знаниям. В Казанском университете учатся более 2000 китайских студентов. Событие приурочено к проведению саммита БРИКС и 75-летию дипломатических отношений между Китаем и Россией. Накануне с юбилейной датой председателя КНР поздравил Владимир Путин на двусторонней встрече. Внимание всего мира в эти дни приковано не только к заявлениям, которые звучат на саммите БРИКС, но и к татарстанскому гостеприимству. О том, как караваем и чак-чаком угощают глав государства и почетных гостей, написали все крупнейшие зарубежные СМИ. По сообщению пресс-службы Казанского Кремля, для такого радушного приема в Татарстане специально изготовили 65 порций лакомства общим весом 130 килограммов. Как чак-чак вызвал мировой ажиотаж. Репортаж Алены Струминской. В эти дни о татарском чак-чаке без преувеличения говорит весь мир. С трапа самолета им угощают глав государств, о нем пишут все крупнейшие информационные агентства. Мы решили выйти на центральную улицу столицы и узнать, что о татарском чак-чаке думают иностранные гости, которые приехали в Казань. Чак-чак очень вкусный, у нас на родине нет ничего подобного. В интернете я посмотрю рецепт этого блюда, хочу попробовать приготовить самостоятельно. Я впервые попробовала чак-чак вчера. Я удивилась его форме, он был круглый и очень сладкий. Мне понравилось. Это правда вкусно. Первый раз пробую. Теперь это мое любимое блюдо в России. Надо закупить его домой. Когда приезжаю в Казань, всегда покупаю чак-чак. Это отличное угощение к чаю. Чак-чак с полок столичных магазинов в эти дни разлетается, говорят продавцы. Иностранцы покупают татарское угощение себе и в подарок родственникам. Особо они приходят, покупают чак-чаки, интересуются нашими чак-чаками, потому что наши чак-чаки славятся в мире самыми вкусными, разными видами. Это кадры первого дня саммита в Казани. Так его увидел московский Кремль. И здесь не обошлось без чак-чака. Отдельный блок о том, как татарской сладостью угощают глав государств БРИКС. В интервью РЕН-ТВ Рустам Минниханов рассказал, как они отреагировали на чак-чак. Когда люди пробуют, он же вкусный. Они не ожидают, что он такой-то вкусный, поэтому реакция хорошая, позитивная. Настоящий ажиотаж в СМИ вызвала реакция на чак-чак президента Китая Си Цзиньпиня. Принимая угощение от Рустама Минниханова, он отметил, похожий десерт есть и у них. Искать китайский чак-чак начали сотни людей. Позже в Казань-Экспо журналисты из Поднебесной рассказали о нем подробно, а угощение уже появилось на российских маркетплейсах. Мы называем его шацима. Он особо популярен на юге Китая, но он менее сладкий, чем чак-чак. И его делают мягче. Про чак-чак наслышан и президент Беларуси Александр Лукашенко. После слов Рустама Минниханова «нужно немножко его откусить», белорусский лидер пошутил, он был бы рад, если бы разрешили съесть все угощение. Татарский чак-чак оценила супруга турецкого лидера Эмине Эрдоган. Дважды она повторила «вкусно». В пресс-центре чак-чаком иностранных журналистов не угощают, но здесь о нем все знают. Кто-то уже успел попробовать, кто-то оставил самое сладкое на десерт. Здесь все говорят о чак-чаке. Пока я занят работой по освещению саммита, но после окончания обязательно попробую. В Китае много разных видов шацимы. Нашего чак-чака мне нравится приготовленный в провинции Гуандун. Он больше остальных похож на ваш. В Татарстане очень вкусное угощение. БРИКС и чак-чак. Вот как наш запрос увидела нейросеть. На картинках много татарского лакомства и улыбающихся участников саммита из разных стран. Всемирный интерес к чак-чаку подтверждает, это самая сладкая визитная карточка Татарстана. Если бы появился неформальный логотип саммита, вот как бы он выглядел. Алена Струминская, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Это был специальный выпуск новостей Татарстана. Мы работаем в прямом эфире и рассказываем обо всех последних событиях саммита БРИКС здесь и сейчас. Встретимся завтра. Всего доброго. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Счастье быть дома. 3 этажа волшебства. Зеркальные миры. Волшебный лес. Неповторимый супермаркет с забавными товарами и многое другое ждет вас во дворце впечатлений. Не можете собраться?
В гемотест проверка витаминов D, B9, B12 и гормона ТТГ по суперцене. Я понял, что готов к большему вместе с Exit X. Флагманский внедорожник с 6 или 7-местным салоном на выбор, онлайн-сервисами и возможностью дистанционного управления функциями автомобиля через приложение. В Exit-центре РРТ с преимуществом до 600 тысяч рублей. Подробности 207-2080. Акция, от которой невозможно отказаться. Откуда вторая куртка? Ты же одну выбрала. Так сейчас при покупке одной вторая бесплатно. Ермак, Волгоградская 8, Изорги 77. Что будешь готовить? Сегодня? Ничего. Я закажу свежеприготовленную халяль-еду в Суши Топ. Суши Топ? Да, там вкуснейшая пицца, суши и роллы с доставкой до дома. И ты скорее звони в Суши Топ. С 15 по 29 октября. Распродажа индийских товаров в бывшем Норспи на Декабристов 154. В Казанском цирке с 19 октября мини-фест мира «Эхо Азии». Продсклад «Победа». Крупа рисовая царица полей в варочных пакетах 76,90. Крупа гречневая царица полей 59,90 за килограмм. Здравствуйте, Исядмесес, в студии Динар Бадрудинов. В предстоящие сутки республика останется под влиянием северного циклона. Подробности после полезной информации. Изготовление любой корпусной мебели отдалил мастер по вашим размерам. Только в октябре при заказе кухонного гарнитура «Мойка», при заказе шкафа «Брючница» в подарок. Узнайте подробности по телефону в Казани 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Варске, Зеленодольске и Балтаси облачно, пройдут дожди. Температура днем плюс 7-8, ночью плюс 4-5 градусов. В Буинске, Тетюшах и Апастово облачно, осадки. Температура днем 7-9, ночью 4-5 градусов тепла. В Чистополе, Мамадыше и Новошишминске облачно, осадки. Температура днем плюс 8, ночью 4-5 градусов тепла. В Набережных Челнах, Менделеевске и Сарманово облачно, дожди. Температура днем около 7 тепла, ночью около 5 тепла. В Альметьевске, Азнакаево и Русу пасмурно, осадки. Температура днем плюс 7-8 градусов, ночью 4-5 градусов выше нуля. В туристических городах республики тоже дождливо и пасмурно. В Свияжске температура днем плюс 8, ночью 5 градусов тепла, облачно, осадки. В Болгаре днем плюс 9 градусов, ночью около 5 градусов выше нуля. Ожидается облачная погода и дожди. В Елабуге температура плюс 8 градусов днем. Будет пасмурно, пройдут дожди. Ночью около 5 градусов тепла. В Казани будет облачно и дождливо. Температура днем плюс 8, ночью 5 градусов тепла. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 5,5 метров в секунду. Влажность воздуха 82%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Всего вам доброго. Кеннерегас умышло болсын.